маяком осветившая путь. Мы холодные камни ласкали, грела чакой болевшую грудь. Символ духа Ингушская башня, маяком осветившая путь. Не упала она в безумие, не согнула свой каменный стан, только тихо стонала под ветром, когда гнали людей в Казахстан. А когда мы домой возвратились, словно нежная добрая мать собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать. Гости ушли. Дом затих. Театр – это мой дом. Тысячи людей приходят ко мне в гости, чтобы мне аплодировать, чтобы на меня смотреть, чтобы меня слушать. Они садятся в зале, меня освещают софиты. И я говорю им о самом важном, что нужно ценить вещи не за то, сколько они стоят, но за то, сколько они значат. Что нельзя провести ни одного дня без того, чтобы не сказать людям, которых мы любим, что мы их любим. Что нужно поддерживать близких людей и обращаться с ними бережно. Нужно находить время для того, чтобы сказать: «Мне жаль, прости меня, пожалуйста, спасибо». И все те слова любви, которые мы знаем, нужно говорить эти слова вслух, потому что никто не запомнит тебя за твои мысли. Может быть, это немного странно, что слова о любви к людям говорит людям кукла, но эти слова говорю не я. Эти знаменитые слова сказал великий писатель Габриэль Гарсия Маркес. Он назвал их монологом куклы. Это были важнейшие слова в его жизни. Он отдал их кукле, потому что кукла никогда не врет. Искусство кукольного театра дает людям возможность посмотреть на самих себя со стороны. Кукла
иногда может сказать о человеке больше, чем сам человек может сказать о себе. Вот кукла, которая мне очень нравится, и которая по духу и по внутреннему состоянию очень похожа на меня. Народная артистка Ингушетии Дугурхан Хаутиева служит в театре 30 лет. О ней говорят, что она полностью отдает себя каждой своей роли, что у нее особый дар создавать правдивые образы. А весь секрет в том, что в каждой ее роли отпечатаны ее личные качества и ее собственная биография. Когда-то Дугурхан с сестрой Лейлой, юные девушки, шли мимо театра и увидели объявление: требуются молодые люди со знанием ингушского языка. В это мгновение определилась их судьба. Мальсагова Роза тогда была режиссером ингушской труппы, и Дилаев Ираги Юнусович был режиссером чеченского театра. Они меня послушали, дали мне прочитать стихотворение на ингушском языке, и, в общем, сказали мне, чтобы я пришла через несколько дней. К нам пришла молодая, красивая, с косичками девочка. Это была наша Дугурхан. Она моя самая любимая племянница, не в обиду, конечно, другим. И не только племянница, но и мой самый лучший друг. Сколько я Дугишку знаю, в каких бы мероприятиях она не участвовала, домашнем, общественном, дело поручено ей, и можно сказать, что она выполняет добросовестно. И ты можешь быть спокойна, что за тот участок, который за ней закреплен, он будет всегда выполнен. Это она одна из немногих актрис, которая всю свою жизнь посвятила театру юного зрителя, которая достойно несет и продолжает нести свою ношу, свою дорогу. И в каких бы спектаклях не играла, полностью отдается там роли, в которой она участвует. Если бы на одно мгновение Всевышний забыл, что я всего лишь кукла, и подарил бы мне кусочек жизни, я бы тогда, наверное, спала меньше и больше бы мечтала, понимая, что каждую минуту, когда мы закрываем глаза, мы теряем 60 секунд света. Я бы шла, когда другие стояли. Я бы слушала мудрых наставников, слова которых бесценны. Мне сегодня хочется вспомнить наших наставников. Когда мы приходим совсем молодыми, нас кто-то начинает учить тому, что он знает. У нас вот таких наставников было. Мне хочется вспомнить нашу Роз Хасановну Мехтиеву. Прекрасная актриса была. В ее руках оживлялась кукла. Ваха Ганукаев, прекрасный актер был. Его нет сегодня среди нас. Вот эти наставники нас приветствовали, нас любили, нас учили. И если бы не было их, сегодня мы бы не знали, не делали бы того, что мы делаем сегодня с нашими куклами. Румиса тоже коллега Дугурхан по Грозненскому театру. Сегодня они живут в разных городах, работают в разных театрах. Но связь, которая их объединяет, общие наставники и учителя, крепка, как и прежде. Я работала год в чеченской труппе, и, наверное, должна быть благодарна судьбе, что я с такими людьми познакомилась, с такими профессионалами, мастерами своего дела, наставниками актерского мастерства, как я говорила. Вот эстонка по национальности она была, жила в Грозном, замужем за чеченцем была, Евгения Ган Наталь. Удивительная женщина, хороший профессионал, Роза Мехтиева, Софья Чапаевна Алиевна. И надо, конечно, отметить Ваха Ганукаев. Без него, наверное, я бы не сделала 50% того, что я умею. Очень профессионально, талантливый был актер.
Гирихан Хаутиев, отец Дугурхан, был человеком строгих правил, и первое время он не отпускал дочь на выездные гастроли театра. Однако через 2 года пришла на работу в театр сестра Дугурхан Лейла. Она вышла замуж за Мусу Хадзиева, служившего в том же театре. В семье сложился целый театральный цех. В сфере искусства, как и во всех прочих областях человеческой деятельности, семейственность очень благотворно влияет на возможность творческой самореализации. Мы приехали сюда, в республику, с одной целью – создать театр. Театр своей жизни. И мы его делаем, мы в нем живем. Наша жизнь – это наш театр. И поэтому все наши родственные, все наши дружеские отношения, они протекают здесь, внутри театра. Мы всегда были единой семьей, дружной, всегда друг друга поддерживали и в работе, и в жизни. Строгость и запреты отца не повлияли на его добрые отношения с Дугурхан, не стали поводом для обид и разочарований, как это часто случается в современном мире. Дина очень любила и уважала папу. И эта благосклонность, конечно, была взаимной. Мы когда переехали в связи с военными действиями с Чечни в Ингушетию, папа почему-то из всех своих дочерей и сына выбрал ее. Надо должное отдать Дине. Дело в том, что у нас папа, если утром поел одно, обязательно обед должно было быть совершенно другая еда. А Дина, любительница у нас готовить, всегда его капризам уступала. Если бы Всевышний дал бы мне кукле кусочек жизни, я бы убедила каждого дорогого мне человека в моей любви и жила бы влюбленная в любовь. Стариков я бы убедила в том, что смерть приходит не со старостью, но с забвением. Я бы никогда никого не забыла. Самая основная черта у Дины – это ее добросовестное отношение к своим родителям. У нас очень долго папа лежал больной, это около 10 лет. Дина всегда старалась ему угодить. Он был всегда обхоженный, чистенький, аккуратненький. Он никогда на нее не жаловался, всегда был доволен. Ну и потом, последующие годы, когда уже мама заболела, она с таким же трепетом смотрела за мамой. Она очень легко вошла в нашу семью как сноха. Как требует воинская этика, всегда была на высоком уровне, уважительно, почтительно. И всю оставшую жизнь я только чувством благодарности буду относиться к ней за все, что она с нами, за время, что она с нами провела. Самая наша любимая сноха. Очень хорошая мама, воспитывает внука моего, ухаживает, постоянно ухожий, чистый, аккуратный. Ездит вместе с сыном, до сих пор к нам ездит, мы встречаемся. Я была хорошей дочерью, замечательной снохой и, наверное, отличной матерью. Я за эти качества себя уважаю. А вот как я стала актрисой, наверное, это большой труд, и мне кажется, вот к себе я очень требовательно в этот момент отнеслась. Скажу так, она требовательная актриса. Она требовательная прежде всего к себе, потом к тем партнерам, которые работают с ней. Поскольку у меня тоже как бы и опыт есть работы с ней. Я знаю, что она готовит свою роль, полностью отдаваясь ей. И точно такое же отношение требует от партнера.
Человек на сцене должен захватить зрителя, увлечь его, повести за собой. Эти качества в Дугурхан выражены в полной мере. Она – человек твердого характера и большой жизненной силы. Об этом хорошо знают и директор театра юного зрителя Муса Хадзиев, и режиссер, художественный руководитель Русского музыкального драматического театра Ингушетии Микаэль Базоркин. Человек, безусловно, талантливый, необычно. То есть Дина – человек, которому должно быть интересно. Вот есть актеры заштампованные, которые работают штампами, и с ними, с одной стороны, легче, потому что они предсказуемы, а с другой стороны, они менее интересны. А Дина – человек, который, если ей не интересно, заставить ее что-то сделать очень сложно, но если ей интересно, она делает великолепно. Просто вот, у нас был спектакль, совместная с ней работа, она во многих работах участвовала. И моих, и Ахмеда Альянова, нашего режиссера. Наверное, самоотдача и преданность своему делу – семейная черта Хаутиевых. История о том, как пришла работать в театр Лейла – настоящая драма, захватывающая и жизнеутверждающая. Когда Дугурхан уже работала актрисой, Лейла часто заходила к ней в театр. И однажды во время одного такого посещения в театре случилось ЧП – загорелась декорация. Лейла, хрупкая девочка, первой бросилась в огонь. В общем, она с огнетушителем начала тушить пожар, принимать такое активное участие в этом. А я боялась, что она уже обгорела или умерла. Я кричала, орала, звала ее, она никак не окликалась. И потом вышла с этого огня, с этим огнетушителем, почти потушив огонь. Вот так Лейла у нас стала работать. Но впоследствии я даже не ожидала, что она станет главным режиссером уже театра. Вот. Лейла замечательная актриса, профессиональный режиссер. Так у нас вот в нашей жизни с Диной получилось, что я всегда следовала за ней. Мы когда учились здесь, в Назране, так судьба сложилась, что нужно было переехать в Грозный, и там меня с 3-го перевели во 2 класс. А когда уже пришлось вернуться в Ингушетию, в Назрань, я попала в Динин класс. Она на класс ниже меня училась. Но чем она была, конечно, очень недовольна. Я своеобразная была, у Дины очень характер такой. Тем не менее, так вот в жизни получилось, что я старшая, следую за младшей. Живи сегодня. Не жди, когда наступит завтра. Чтобы потом не сожалеть о том дне, когда у тебя не нашлось времени для одной улыбки, одного объятия, одного поцелуя, и когда ты был слишком занят, чтобы подарить близким свое внимание. С самого детства Дугурхан была заводилой, и подружки тянулись к ней, потому что ей не безразличны другие люди, их мысли, чувства и настроения. Когда-то в Назране, в маленьком переулке у мельзавода, стайка девчонок собиралась, чтобы играть для себя спектакль «Золушка». А вот девчонки все, они играли, кто фею играл, кто играл Золушку. Интересное такое замечание, что все девчонки, которые со мной работали, тогда ставили этот спектакль, миниатюру такую маленькую. Газиева Марета стала министром культуры, Хаутиева Зарета стала президентом палаты адвокатов, Бекова Зарета заседателем Верховного суда, а я стала актрисой. Наверное, эти детские игры и стали первым шагом Дугурхан к сцене. И великолепные женские роли никуда не ушли от нее. Но уже в этом детском эпизоде в характере Дугурхан проявилось то качество, которое так необходимо в театре – чувствование партнерства и коллективного духа. Но я считаю, что главное качество Дины – это, по-моему, ее жизнерадостность. Вот я, как человек, меня всегда удивляет то, что Дина в любой ситуации, как бы ни было, она как-то, скажем так, является душой коллектива, душой компании. Вот я как сказала, главное ее качество – это жизнерадостность. Она очень, если говорить как об актрисе, то очень яркая, очень интересная, все время разная, ищущая актриса. Для театра
иметь такую актрису это очень много. Дугурхан – первая в семье, выбравшая себе театральную профессию. Наверное, верность этому выбору для Дугурхан Хаутиевой было своеобразным испытанием, которое она прошла с честью. Зелимхан Хаутиев – старший в роду после отца Дугурхан. Сегодня он может гордиться своей племянницей, и это лучшее подтверждение того, что ее выбор был верным. Интерес к этой специальности, видимо, у нее зародился с детства. Она как бы бывала заводилой в том круге, в котором она вращалась. Вот это все, любовь к театру, любовь к творческой деятельности, вот выразилась в том, что она сегодня является одной из ведущих актрис у нас в республике. Конечно, как актрисе, я считаю, что ей цены нет, потому что она настолько входит в роль. Иногда вот смотришь ее спектакли, думаешь, неужели как будто вот эти все события, вот чувствуется, что вот как будто она в этих событиях сама участвовала. Мне нравится очень роль, где она играет, великолепно сыграла эту роль «Последний гусар» в спектакле, где сыграла она мать Жамалтина Яндиева. К своим высоким театральным наградам Дугурхан Хаутиева шла больше 15 лет, и этот путь не был усыпан розами. Если вспомнить, каким непростым и даже трагическим временем было начало 90-х годов, можно представить, как тяжелое, двойное бремя ложилось тогда на ее плечи. И даже тройное, если учесть, что тогда у Дугурхан появился маленький Дауд. В 1994 году начались первые военные действия. Мы прятались в подвалах. От магазина нашего продовольственного был такой подвал. Мы там прятались. А в 1996 году, мальчику уже было год и 7 месяцев, мы окончательно переехали в Ингушетию. Когда они уезжали, нам не хватало, нам очень не хотелось. Обычно хорошие актеры, хороший человек, когда уходит, всем, наверное, обидно, жалко. Вот это у нас было. В какой-то момент Дугурхан думала, что ее театральная карьера закончена, и она больше никогда не вернется на сцену. Но театральное братство, к которому Дугурхан стала причастна за долгие годы, оказалось крепче, чем все невзгоды. Люди нашли в себе силы для того, чтобы подняться и помочь другим. Это те люди, которые с 93-го года рядом со мной. Это люди, которые не предадут. Это люди, которые, когда у меня было горе, были рядом. Когда я потеряла мать и отца, были рядом. Поэтому вот наш театр, сюда приходишь как к себе домой. Ты знаешь, что это твой дом. Ты знаешь, что тебе здесь все родные люди. Ты знаешь, что тебя никто не подведет. Поэтому вот этот образ семейства, образ уюта, во многом мы должны быть благодарны Лейле, которая создавала все это. И Мусе, конечно, в первую очередь, потому что от них, наверное, многое исходит. Поэтому мы все стараемся как бы соблюдать все эти традиции наши. Тоже, опять-таки, огромный срок нашей дружбы. Мы друг друга понимаем с полуслова, делимся и радостями, и печалями, которые сопровождают нашу жизнь. И нам разницы нету, сколько потрачено времени, сил, энергетики внутренней, человеческой, на то, чтобы этот театр жил. Я хочу сказать о Мусе. Мусе Хадзееву я очень благодарна. Благодарна, потому что в 1993 году он, не зная откуда, не зная что, открыл нам театр. Мы жили в Грозном, мы даже не знали, что он это сможет сделать. Мы не думали, что в нем столько силы найдутся открыть свой театр. Он приезжал в Ингушетию и постоянно теребил всех, пока нам не дали здание в Слепцовской. Если бы не он, многие из нас остались бы после войны без работы, это точно.
потому что он многим дал жизнь. Он очень замечательный руководитель, он за каждого из нас болеет, за каждого из нас думает. И благодаря ему, наверное, 90% держится театр. Это 10% я отдаю всем, кто рядом. Вот эти 90% благодаря Мусе держится наш театр. Каждый опытный актер знает, что на сцене человек может воплотить только тот образ, который в чем-то близок ему самому. Лучшие роли Дугурхан Хаутиевой связаны с теплым, нежным материнским началом. Свою первую большую награду, звание «Актриса года», она получила в 1996 году за роль мальчика Назира в пьесе Саида Чахкиева «Ничего не бойся, Зураб». Ну, вот как раз-таки вот этот герой мой, Назир, за которую я получила лучшая актриса года. В общем, тростевые куклы, они очень тяжелая форма, потому что ими работать очень тяжело. Потому что надо держать гапиты. Гапиты – это ручка, руки. Вот. И трость надо держать. Трость находится здесь, под юбкой как бы она. Трость находится, и есть такой деревянный смычок, чтобы можно было поворачивать головой. Сейчас многие театры и в России отошли от этой формы, потому что форма очень тяжелая. Тростевые куклы считаются самыми тяжелыми куклами. Вот. Ну а вот если вот 45 минут, надо работать этой куклой. Вот этот мой герой, который я придала образ своего тогда 4-летнего сына Дауда. Вот, он может бегать, прыгать может, поворачиваться. Вот так вот. Смотреть, что-то услышать, засмеяться. Смеемся таким образом, наклоняясь сначала вперед, а потом чуть-чуть назад туловищем, чтобы создать образ смеющегося человека. Вот. А он сам по себе шкодный герой у меня, очень интересный. Он такой влазит во все проделки. Ну, у меня есть еще роли другие. Ну, вот одна из ролей, которая мне очень нравится. И кукла сама по себе, гапитная, она очень тяжелая, но вот эта кукла, она как бы по мне. Ну, вот так вот. Очень тяжелая форма работы. В этой пьесе Дугурхан исполняла и роль матери. Работала вот с этой куклой, которой как нельзя лучше подходит монолог куклы Габриэля Маркеса, своеобразное завещание этого выдающегося мыслителя 20 века, вложенное им в уста куклы. Я поняла, что с того момента, когда впервые новорожденный младенец сожмет в своем маленьком кулачке палец матери, он его больше никогда не отпустит. Я поняла, что один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Всегда говори то, что чувствуешь, и делай то, что думаешь. Это мать из спектакля «Ничего не бойся, Зураб» по пьесе Саида Чахкиева. Она мне очень близка, потому что, став матерью, я только тогда поняла, что переживает любая женщина, каждая женщина, которая стала матерью. Поэтому вот этот образ матери, он мне очень близок. Поэтому мне эта кукла очень нравится. Нравится ее образ, вернее. Она очень сопереживает, она ждет своего сына издалека, плачет по ночам, скучает без него, вытирает слезки. В общем, мне кажется, кто создавал эту куклу, они все тепло материнское передали этой кукле. Она очень трогательная, она лирическая вся.
Она очень хорошая кукла. Она образ хорошо несет. Она его ждет, никак не дождется сына своего. Очень хорошая кукла. Характерная, образная такая, нежная. Так, ингушская мама. Актер может наполнить роль только тем, что есть в его собственной душе. Поэтому даже образ холодной и, может быть, жестокой королевы Гертруды из «Гамлета» в постановке Ахмеда Льянова получился у Дугурхан совершенно новым, непривычным, ломающим все сложившиеся представления о нем. Мы остановились на том, что я буду нести эту Гертруду как любовь через мать. Вот любовь к сыну, я хотела больше материнского тепла там. Поэтому, наверное, роль она получилась, не такая агрессивная, жестокая. Хотя мне многие делали замечания из других театров, что она должна там буквально кричать на сына, вызвать у него агрессию такую. Нет, мне просто режиссер поставил задачу совсем другую. И вот одна из ролей, которых мне очень нравится. Очень даже нравится. Еще одна награда, которой удостоена Дугурхан Хаутиева – театральная премия «Золотая лань», полученная ею в 1998 году за роль матери в постановке Розы Мальсаговой «Последний гусар». Это была первая номинация, ингушская номинация. Бывший наш министр Казбек Костоев, я ему очень благодарна, что среди 3 театров получить и первой номинации, в ингушской номинации получить эту премию, эту «Золотую лань». Это было, мне кажется, для театра и для меня это было очень отрадно. Еще одна крупная роль Дугурхан Хаутиевой – роль матери главного героя в известной театральной постановке Микаэла Базоркина «Золотой укол». Ее убедительная игра воскрешает тысячелетнее представление о трагедии на театральных подмостках, главный элемент которой – катарсис. Мистическое очищение души через слезы и потрясения. Эта роль ей по ряду причин была близка, она была ей понятна. Эта роль была интересна. Возможно, в этом какая-то моя заслуга была. Но она сделала это так, что зал на ее выход плакал вместе с Диной, потому что слезы были абсолютно искренние, не было рыданий, не было истерики. Было вот настоящее горе матери. И зал пробивало это. Ее даже не игра, а вот то, как она проживала это на сцене. Зрители могут даже не догадываться, как мало в игре Дугурхан Хаутиевой собственно игры и как много в ней настоящей жизни. Но они всегда это чувствуют. Они плачут и смеются вместе с Дугурхан. Самая интересная история в ее жизни – это ее сын Дауд, потому что он вырос на наших глазах, мы его воспринимаем как своего тоже. Самая удачная ее роль в жизни – это роль матери. Потому что Дауд, ему сейчас, он взрослый, ему 17 лет, и он очень достойный парень, растет очень хорошим человеком. И вот это большая заслуга ее как матери. Я хочу сказать несколько слов о своей маме. Она очень хороший человек. Я ее очень люблю, ценю. Хочу сказать несколько слов о ее творческой деятельности. Мне нравится то, что она выбрала себе профессию актрисы, то, что она работает в театре юного зрителя, что я провел в этом театре всю свою жизнь. Можно сказать, вырос там же. Самое страшное для меня – обидеть маму, потерять ее. Даже не представляю. Ее все любят. Самое главное, мне кажется, в жизни, когда тебя любят.
любят не за что-то, там, не за богатство их, не за красоту какую-то, а просто за душевную чистоту человека. Вот Дугишка такой человек. Она заводила, бывает, всегда и во всем. И самое интересное, ее любят взрослые, старики, дети, ну все, в принципе. Дуги очень удивительный человек. Ну и, соответственно, связано, может быть, это с ее профессией. А вообще и профессию, наверное, выбрал, потому что любит все-таки людей. Дуги мягкий очень человек, добрый. Вот, если говорить как о человеке, о ней, мне кажется, она всю свою мягкость и доброту передала своему мальчику. Дорогая моя сестренка Дугишка, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успехов в работе. И чтобы твой сыночек Даудик вырос достойным гражданином нашей республики. Живи счастливо и долго. Дуги, поздравляем тебя с этим знаменательным днем, с твоим юбилеем. Желаем тебе здоровья, удачи, чтобы все у тебя было хорошо и в работе, и в семье. Чтобы всегда ты такая была улыбчивая, дружелюбная, веселая, гостеприимная. И чтобы в работе везде у тебя только удача сопровождала. Да, это было. Она мне была хорошая подруга. Почему была? Она и есть. Правда, немного времени нас раскинула, мы стали взрослые. У каждого своя судьба. Но в жизни это жизнь. Есть у Асадова такие стихи. Они, конечно, посвящены от мужчины к женщине, но я бы посвятила бы их, наверное, тоже Дине. Я могу за тобой пойти по пескам и по перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Вот я считаю, что Дугурхан, да и вообще в семье у них все девочки такие, за ними можно пойти хоть куда, они никогда не предадут. А тебя, Дина, с праздником. Счастья тебе. Пусть у тебя будет много-много внуков, и пусть будет одна внучка, и пусть она будет Люба. Ну, Дина сестра, Дина мать, Дина друг, Дина актриса. Браво, Дина. А театр мне дал очень многое. В театре, когда ты выезжаешь на гастроли, и ты видишь другие театры и других людей, ты только тогда понимаешь, как ценно то, что ты делаешь, как ценно то, что рядом с тобой. Вот мне все время хочется сказать, что я хочу сказать, что для каждого из них в моем сердце есть место. О, Всевышний, если бы у меня было сердце, я бы написала всю свою боль и ненависть на льду и ждала, пока выйдет солнце, чтобы оно растопило этот лед навсегда. Я бы поливала слезами розы, чтобы почувствовать боль их щипов и алый поцелуй их лепестков. Ребенку я бы подарила крылья, но позволила ему саму научиться летать.
я бы крепко обняла его и молилась, чтобы ты сделал меня его ангелом, хранителем. Сегодня Дугурхан Хаутиева на вершине своего актерского мастерства, житейской мудрости, жизненных сил. Жизнь Дугурхан Хаутиевой похожа на пьесу со множеством коллизий и драматических поворотов. Но это добрая пьеса со счастливым концом.